Уникальная разработка таджикской девушки покорила Россию. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как ее изобретение покорит в скором времени весь мир. Подписывайтесь на наши обновления, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Уроженка Таджикистана Нигора Мирова разработала пневматическую сеялку, которая в несколько раз облегчает посадку и сбор урожая. Говорить о том, что сейчас есть проблемы с урожаем из-за засухи, нехватки воды, нехватки техники, говорить, наверное, не стоит, но изобретение этой девушки облегчит всем жизнь. Создание новой техники позволило студентке Южноуральского государственного аграрного университета стать лауреатом национальной премии имени Александра Ежевского. Награду вручают за развитие отечественного сельхозмашиностроения. Мирова рассказала, что решила заняться созданием техники, насмотревшись на тяжелый ручной труд в Таджикистане. По словам девушки, в республике производство машин для сельских работ развито плохо, поэтому для осуществления своей мечты она покинула родину и отправилась учиться в российский Челябинск. Насмотрелась, как родственники мучаются без машин. Большинство работ вынуждены выполнять вручную. Дядя пшеницу выращивает, тетя хлопок. Сельский труд очень тяжелый, отметила Мирова. Как вы относитесь к такому, по сути, не женскому, можно сказать, труду, но при этом девушка обошла всех? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. На данный момент девушка заканчивает магистратуру и продолжает усовершенствование своего изобретения. С помощью сеялки можно регулировать равномерное распределение семян, а также предотвратить аварийные ситуации. Это достигается путем изменения положения платформы внутри трубопровода, отметила Мирова. Самое эффективное для всех видов семян – это нижнее положение платформы. Сейчас планирую создать платформу в двух вариантах. Лесенка для разных положений и в виде решета, чтобы был большой воздушный поток, рассказала девушка. Разработка Мировой произвела впечатление на производителей. Ее пригласили на работу на Самарский технический завод, а также предложили учебу в Москве. Кроме создания техники, девушка помогает студентам-иностранцам адаптироваться к условиям проживания и обучения в России. Она также предложила организовать в университете Дни национальных культур, чтобы познакомить студентов с традициями Таджикистана и других стран. Также стоит отметить, что лауреатом этой же премии стала еще одна девушка из Центральной Азии, уроженка Казахстана, Александра Кожевникова. Как вы относитесь к таким достижениям наших земляков? Гордитесь ли вы ими? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Цените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!